Жители Сыктывкара и гости столицы погрузились в ночь легенд. К акции присоединились сразу несколько культурных учреждений, и у каждого была своя развлекательная программа. Так, в Национальной галерее Коми можно было познакомиться с выставкой «Мифы Коми», посмотреть фильм о легендах и послушать лекции фольклористов. Национальный музей приготовил для посетителей красивую ночь в доме купца Суханова. Но, пожалуй, самое красочное действо горожан ожидало в Республиканской филармонии – современное театрализованное шоу по мотивам Коми-легенд. Оно было поставлено к столетию Коми. Елена Кононова погрузилась в атмосферу. Вечер добрый, милостивые господа. Очень рада вас видеть. В эту ночь в бывшем доме купцов Сухановых, а ныне музее имени Ивана Куратова, гостей любезно встречал фонарщик. Когда-то в Усть-Сысольске такой специалист был просто незаменим. Именно он освещал городские улицы и заправлял керосином уличные фонари. Тогда здесь дороги были немощеные, в темноте можно было запросто споткнуться о кочку или угодить в яму. Елисей Суханов отбивался от разбойников, а потом он написал челобитную, где подробнейшим образом расписал, чего они в этой битве лишились и чего надо было бы еще от государства обратно получить. В самом музее гости все больше погружались в атмосферу старого Усть-Сысольска. Хранители истории на одну ночь поменяли свое ремесло на актерское. Про городские легенды посетителям рассказывали жена и дочери купца Суханова. На пороге всех встречала горничная Наталья, водила по старинному зданию, которому уже больше 200 лет. Это был самый первый каменный особняк Сыктывкара. Здесь каждый уголок, каждая вещь хранит свою тайну. Это вот тоже городская легенда, как картофель называли и земляными яблоками, и как вот зыряне у своего дьячка прихода выкопали вот это вот непонятный плод и раскидали по всему участку. Вот горничная услышала это в какой-то булочной, вот она и рассказывает пришедшим гостям. А в Национальной галерее в эту ночь посетители не только любовались картинами, но и сами их писали на мастер-классе, чертили коми-орнаменты на бумаге, а кто-то слушал лекции про мифы коми-народа. Успех просто феноменальный, там очень много людей пришли, это в основном молодежь, и мы понимаем, что именно молодежь как ищет сейчас новое место встречи, где не обязательно выпивать, где не обязательно курить, а просто именно где нельзя это делать, но где можно наслаждаться и искусством, и прекрасным нашим специалистам, которые расскажут о мифологии, о балете. Вот это все очень важно. Но самое зрелищное шоу, пожалуй, приготовила филармония республики. Мультимедийная театрализованная постановка «Легенды Коми-края». Этакий совместный эксперимент творческой команды Москвы, Усинска, Ухты и филармонии. Мифологию адаптировали под современного зрителя. В постановку вошли самые яркие номера. Из золотого фонда ансамбля «Асьякыга». Гуляния и праздники районов Коми – это и Гажа-Валяй, и Ижемский луд, и пасхальные качели, праздник охотника от деревни Еремеева. Последний получился самым зрелищным, с танцевальными трюками. Само музыкальное оформление постановки тоже по-своему зрелищно. Среди звуков инструментов, а среди них и коми-народные, отчетливо слышны завывание ветра, возгласы шамана, голоса тундры и звуки природы. До сих пор такого уникального шоу никто из финно-угорских регионов еще не делал. После спектакля зрители еще долго не расходились. Здесь для них приготовили зоны развлечений, где они могли насладиться запахом живых елей, отведать коктейль торлопов и погладить живого оленя. Елена Кононова, Никита Чернов, Илья Табелко, телеканал Юрган.